Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе 35 дней правления Михаила Саакашвили в Одессе, кадровые назначения, реформы, реакция горожан. Греция готовится к референдуму. Страна решает, продолжить режим жесткой экономии или выйти из еврозоны. Русская мисс Америка – ее американская мечта. Интервью с Кирой Казанцевой. Начинаем с новостей из Праги. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Президент Европарламента Мартин Шульц, выступая в Верховной Раде в Киеве, заявил, что Европа будет последовательно придерживаться соблюдения принципа территориальной целостности Украины и отстаивать этот принцип на переговорах с Россией. У нас нет другого выбора, кроме переговоров с Россией, на которых мы будем ясно давать понять, что мы не откажемся от наших принципов и не вернемся к обычным деловым отношениям с Россией до тех пор, пока Минские соглашения не будут исполнены в полном объеме. Украинская летчица Надежда Савченко, которая уже больше года находится в московском СИЗО, требует рассмотрения ее дела судом присяжных. Ожидается, что слушания по делу Савченко начнутся через месяц. Адвокаты украинской военнослужащей хотят, чтобы некоторые доказательства не рассматривались в суде. Защита также ознакомилась со всеми материалами дела и ждет решения по своему запросу. По словам адвоката летчицы Ильи Новикова, на положительный ответ надежды мало. Мы абсолютно ни на что не надеемся, но для того, чтобы Конституционный суд мог рассмотреть жалобу на несправедливость того или иного закона или на неконституционность того или иного закона, должен быть конкретный случай, когда человеку отказали в чем-то на основании этого закона. Вот Надежда написала это ходатайство, понимая, что ей откажут. Ей скажут, что вы знаете, Надежда Викторовна, вам не угрожает пожизненное лишение свободы, поскольку вы женщина. Поэтому вы не имеете права на суд присяжных. И суд пойдет своим чередом, а мы будем жаловаться вплоть до Конституционного суда. И это будет вот такой кейс, который не принесет практически пользу самой Надежде, но, возможно, он принесет пользу женщинам, которые потом после нее будут судить в России, если эту норму Конституционный суд отменит. Это такой ее вклад в улучшение ситуации с правами человека в России. Совершенно бескорыстно. Михаил Саакашвили. 35 дней на посту губернатора Одесской области. Кадровые назначения, ожидаемые реформы. Первые шаги команды грузинских реформаторов в материале Всеволода Ананьева. Гаишников лишить жезлов, патрульных автоматов, а прокуратуру возможности брать взятки. Грузинско-украинские реформаторы во главе с Михаилом Саакашвили в первые недели своей работы сделали первые шаги навстречу реформам и целый ряд громких заявлений. Вначале новый губернатор Одесской области осерчал на прокурорских. Мол, те не дают заходить на юг Украины иностранным инвесторам. И первое, что я получаю от государства, не помощь, не дружбу. А получаю письмо от прокуратуры, пришлите мне документы, чтобы я потом возбудил против вас иск и посадил. Это называется рекет, дорогой мой. А какая функция, где бандитизм, это функциональная обязанность прокуратуры? Затем грузинский реформатор обрушился с критикой на украинских авиаперевозчиков. Цены на авиабилеты в Украине слишком высоки. Люди реально многие обнищали. И вот в этой стране, где люди обнищали, где они вынуждены уехать из-за границы на заработки, там, по другим вещам. То, что билеты стоят так дорого, это последний удар по положению этих людей. Не отстают от громких заявлений и помощники Саакашвили. Новый начальник Одесской областной милиции Георгий Лорд-Кипанидзе сразу после своего представления сделал несколько важных заявлений. В частности, он запретил сотрудникам ГАИ останавливать машины при помощи жезла, отказался от вооруженных автоматическим оружием патрулей и блокпостов на въездах в город. Город курортный, я считаю, что мы должны встречаться с туристами в Косте, с цветами, а не с бронетранспортерами, с автоматами. Несмотря на это, милиция работает в штатном режиме и все под контролем. В свою очередь, резонанс в обществе вызвали не только заявления, но и первые шаги Саакашвили на новом посту. Уже уволены все главы районных администраций. Для новых соискателей объявлен конкурс и уже поданы тысячи заявлений. А во время масштабной встречи с журналистами грузинский политик обозначил первоочередные мероприятия для проведения реформ в регионе. Новая трасса Одесса-Рени, центр таможенного управления, благодаря которому грузы смогут растамаживать в течение 15 дней. Единый разрешительный центр для граждан. Все это, убежден губернатор, ждет Одесскую область уже в текущем году. В течение 6 месяцев в Одессе будет работать новый центр административных услуг, где можно будет регистрировать имущество за один день, получить паспорт за один день, зарегистрировать бизнес за один день.
Многие верят, что неожиданные и резонансные назначения реформаторов из Грузии превратят юг Украины в своеобразную витрину. Именно отсюда начнутся качественные преобразования в стране. И несмотря на высокий кредит доверия, у Михаила Саакашвили остается совсем немного времени для того, чтобы доказать это украинцам и всему миру. Потому что уже через несколько месяцев по первым результатам станет понятно, реальная ли это работа или всего лишь эффектный пиар. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. А вот мнение самих одесситов о новом губернаторе. Прекрасный человек, прекрасные мысли, прекрасное будущее Одессы, как и Грузии. За месяц или меньше, да, как он у нас стоит у власти, занимает пост губернатора, очень тяжело дать какую-то оценку ему, да. Пока что мы видим только то, что он занимается популизмом. Уважаемый человек, и я надеюсь, что будет так, как порядочек наведет, как сделал Батуми, так будет и Одесса во всех отношениях. И надо очень хорошо знать этот регион, чтобы здесь руководить. Регион промышленно развитый, и в торговом отношении, и в культурологическом отношении, и в туристическом отношении. Поэтому я не думаю, что Саакашвили хорошо знает этот регион. Исходя из его опыта, того, что он сделал в Грузии, может, что-то сделает у нас. Но судя по нашим политикам и всем чиновникам, я не уверен, что у него что-то получится. Вы вообще знаете, кто это? Нет. Не слышали о Михаиле Саакашвили никогда? Нет. Не надо никогда огорчаться, не надо быть пессимистом. Все будет хорошо. А за месяц, говорите, человек стал, и что-то требовать, извините, за месяц, ничего не построится. О чем сегодня говорят по ту сторону океана? Наташа, вам слово. Спасибо, Катя. Малайзия заявила Совету безопасности ООН о намерении представить резолюцию по самолету «Боинг», сбитому над Украиной летом прошлого года, и добиваться от ООН созыва трибунала для предания суду тех, кто будет признан виновным в крушении лайнера. Предложение было внесено совместно Малайзией, Австралией, Нидерландами, Бельгией и Украиной. Как сообщают дипломаты, Россия назвала этот шаг преждевременным, утверждая, что Совбезу следует дождаться результатов других расследований. Как и 4 других постоянных членов Совета Безопасности, Россия обладает правом вето, которым она может воспользоваться, чтобы заблокировать резолюцию, если она будет вынесена на голосование. Россия получила повестку в американский суд по делу ЮКОСа. Краткая предыстория. В июле прошлого года Гаагский арбитраж принял сторону бывших акционеров ЮКОСа, потребовавших многомиллиардную компенсацию за экспроприированное имущество, и постановил, что Россия должна выплатить им более 50 миллиардов долларов. А поскольку Москва заявила, что по иску ЮКОСа платить не намерена, истцы начали подавать вторичные иски об исполнении решений Гаагского суда на территории других стран – в Бельгии, Великобритании, Франции, вот сейчас США. Документы были переданы из окружного суда округа Колумбия российским властям 22 июня. Россия должна дать ответ в течение 2 месяцев. США. Система военного образования нуждается в реформировании. Стране необходима информационная стратегия в новых конфликтах. Управление операциями должно быть децентрализовано. Это предложение бывшего командующего войсками международной коалиции в Афганистане генерала Стэнли Маккристалла. Генерал Маккристалл представил свою новую книгу. Это не мемуары, их Маккристалл уже написал. Это скорее руководство, в котором формулируются общие принципы командования. Роман Мамонов побывал на презентации книги. Армейскую выправку все-таки не спрячешь за гражданским костюмом. Как говорят о генерале Маккристалле знакомые, он никогда не любил облаченных в пиджаки и галстуки обитателей вашингтонских кабинетов. Правда, через 5 лет после того, как генерал распрощался с мундиром, он обосновался именно в Вашингтоне. И теперь консультирует большой бизнес, применяя свой военный опыт и опробованные штабные технологии коммуникаций. Мы обнаружили интересную вещь. Когда вы открываете каналы коммуникаций и устанавливаете более высокий уровень открытости, то люди легче воспринимают информацию и точки зрения других. Тем проще им поддержать единую стратегию. Для них становится очевидной выгода от такого шага. Новая книга Маккристалла, к слову, 2-я по счету, о специфике командной работы и о том, что у генеральных директоров и армейских генералов во многом похожие задачи. Генерал Маккристалл – легендарная личность, выпускник Вест-Пойнта, потомственный военный. Он отвечал в Пентагоне за самые секретные операции. Когда-то бывший министр обороны Роберт Гейтс даже сказал про него, что Маккристалл, возможно, лучший воин и лидер, которого он, Гейтс, когда-либо встречал. Барак Обама назначил генерала руководить контингентом в Афганистане, даже не видя лично. Столь безукоризненными были его репутация и рекомендации. Но при столь славной карьере финал ее оказался как раз бесславным.
В 2010 году, всего через год после назначения в Афганистан, МакКристал был слишком откровенен и не сдержан в интервью журналисту издания Rolling Stone. Он весьма нелестно отозвался и об Обаме, и о Байдене, и о других представителях администрации США. Скандал разразился грандиозный. Белый дом признал, что президент был разгневан. Генерала немедленно вызвали в Вашингтон, и после встречи с главнокомандующим МакКристал подал в отставку, а затем и вовсе ушел на пенсию. Теперь преподает в Ельском университете, и, возможно, издалека ему виднее, почему США пока не одержали победу в борьбе против исламского государства. Посмотрите на то, что делает ИГИЛ. Они не пытаются управлять всем на микроуровне. Они, конечно, управляют некоторыми военными операциями, но в остальном это децентрализованная структура, особенно в вопросе об информационной стратегии. Они дают задачу, позволяя рядовым членам действовать самостоятельно. Мне кажется, это то, что нужно и нам. Основная идея, стратегия и децентрализация ее исполнения. Надо делегировать управление. Бывших генералов, как известно, не бывает. Казалось бы, от МакКристала можно было ждать более жестких суждений и критики в адрес Белого дома и Пентагона. Но как человек, однажды давший присягу, генерал остается ей верен и воздерживается от резких выпадов. Уж кто-кто, а он на себе проверил, как может отозваться одно неосторожно брошенное слово. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Бывший губернатор Техаса, один из кандидатов в президента США Рик Перри, считает, что у него есть рецепт лекарства от бедности. Перри выступил в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. В качестве предвыборного багажа он представил свой послужной список. В нем имеются служба в военно-воздушных силах, приверженность консервативным ценностям и 1,5 миллиона рабочих мест, созданных в Техасе за годы его губернаторства. Материал Вадима Оленичева. Лучшая программа государственной социальной помощи – это обеспечение всех работой. Так считает кандидат в президенты и бывший губернатор штата Техас, республиканец Рик Перри. Работа, заявляет он, это единственное действенное лекарство против бедности. По мнению кандидата-республиканца, демократическая администрация Обамы создала условия, препятствующие созданию рабочих мест. В качестве примера Перри привел новые правила оплаты сверхурочных, введенные Белым домом на этой неделе. Он утверждает, что эти правила ставят работодателей в такое положение, когда нанимать новых сотрудников на полную ставку становится слишком дорого. Так же, как для получателей различных государственных пособий, часто экономически невыгодно выходить на работу из-за того, что в этом случае им придется отказаться от всех полагающихся им льгот. В случае победы на выборах моим главным приоритетом будет снова запустить машину экономического роста, то есть провести налоговую реформу, поместить федеральные ведомства в строгие бюджетные рамки и дать тем, кто находится внизу социальной лестницы, больше возможностей подняться выше. Говоря о гражданах, образующих малоимущие и бедные классы, Рик Перри указал на то, что ежегодно правительство США тратит $1 триллион на борьбу с бедностью. Однако снизить количество бедных из года в год не удается. Особенно остро эта проблема стоит среди афроамериканцев. И вот в этом, пожалуй, заключалась специфика выступления Перри в Национальном пресс-клубе столицы США. Речь кандидата продемонстрировала, что на нынешних выборах партия республиканцев намерена заручиться максимальной поддержкой чернокожего населения. Так, выступление Рика Перри по-новому осветило отношения республиканской партии и афроамериканской общины США. Как известно, чернокожие избиратели в большинстве своем голосуют традиционно за демократов. Однако кандидат Перри уверен, что настали времена, когда республиканская партия может сделать для них гораздо больше, чем администрация Обамы. Для этого Перри обещает реформировать социальную систему так, чтобы любой работающий американец за счет налоговых льгот и других механизмов мог обеспечить своей семье финансовое благополучие, то есть хотя бы подняться выше официального уровня бедности. Такая система, по расчетам Рика Перри, может начать трансформацию малоимущего населения в полноценный средний класс. Но тогда перед кандидатом встает новая задача. К предстоящим президентским дебатам научиться просто и доходчиво объяснять, как работают механизмы этой самой системы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И далее эфир из Праги. Катя, вам слово. Греция готовится к референдуму. В воскресенье жители должны решить, соглашаться ли их стране на условия международных кредиторов. В противном случае Грецию, скорее всего, ожидает дефолт и выход из еврозоны. Подробности в нашем следующем материале. Арис Экономоу по профессии преподаватель в школе. Его мама живет на пенсию в 320 евро, что очень мало для стран еврозоны. Арис признает, Греции угрожает массовое обнищание людей, однако он говорит нет самой идее референдума. Обе стороны, кредиторы и греческое правительство, имеют на самом деле общую цель.
Для обеих абсолютно очевидно, что необходимо принимать меры суровой экономии. Больше всего в Греции опасаются, что реструктуризация национального долга приведет к сокращению пенсий, несмотря на то, что этого пункта нет в условиях соглашения. Всю неделю в стране закрыты банки, а лимит на снятие наличных – 60 евро в день. Премьер-министр Греции призывает граждан отказаться от требований кредиторов, считая их нецелесообразными. Если народ проголосует «за», то банки откроются сразу же после заключения соглашения. Это плохое решение, но если таков будет выбор народа, сделанный от страха, под давлением или сознательно, мы отнесемся к нему с уважением. Но если народ проголосует против, то уже на следующий день я буду в Брюсселе, и им придется признать мнение жителей Греции. Эксперты в Брюсселе утверждают, что если Греция скажет «нет» требованиям кредиторов, для ее финансов это обернется катастрофой. Это будет означать, что Греция потеряет доступ к международным финансам. Сразу же возникнут проблемы с бюджетными выплатами, неизбежно страна переживет дефолт. В Еврокомиссии не скрывают разочарования властями Греции и призывают жителей страны поддержать единое экономическое пространство. Следует сказать «да», независимо от того, как именно будет сформулирован вопрос. Ведь греки, как ответственные граждане, должны были бы таким образом сказать перед самими собой и другими странами «да» Европе. Референдум спровоцировал серьезные противоречия в греческом обществе. Тысячи сторонников коммунистической партии Греции вышли в четверг на акцию протеста в центре Афин. Они выражали свое недовольство политикой нынешнего правительства. В любом случае пострадает народ. Мы считаем, что предложение правящей партии изначально было тупиковым. По мнению экспертов, отказ Греции от реструктуризации долга может обернуться проблемами и для других стран Евросоюза. В Париже осознают, что если Греция не удержится на плаву, следующей ко дну может пойти и Франция. Многие говорят, что второстепенные экономики Европы в зоне риска. Мнения лидеров стран Евросоюза по поводу Греции разделились. Сходятся они в одном – необходимо дождаться результатов референдума. Антон Золотых, Жанна Беспечук. Настоящее время. В Беларуси китайские строители, недовольные условиями труда, решили совершить марш на Минск, чтобы встретиться с послом Китая. 360 километров от картонного комбината в Добрыше до столицы рабочие собирались пройти пешком. В шествии приняло участие более 200 человек. Они утверждают, что им уже 3 месяца не платят зарплату и заставляют работать 14 часов в день, чтобы построить комбинат в срок. Часть протестующих по дороге заблудилась. Дойти до Минска пешком строителям так и не удалось. В Гомеле их встретил посол Китая и уговорил вернуться на рабочие места. Незаконные свалки в Сочи удалось обнаружить нескольким местным журналистам. Как утверждают городские власти, в Сочи не осталось подтопленных домов, а мусор и грязь вывезены за пределы жилых кварталов. Однако журналисты выяснили, что из одних районов города отходы вывозятся, а в других, скрытых от глаз туристов, складируются прямо под открытым небом. Местные жители протестуют. Журналистов, скрывающих факты незаконных свалок, задерживают. Из Сочи репортаж Андрея Королева. Корреспондент интернет-издания «Кавказский узел» Анна Грицевич пришла в суд с перевязанной рукой. Накануне во время съемок несанкционированного митинга в поселке Черешня, где после наводнения власти устроили свалку мусора, Анна была задержана сотрудниками полиции. Силовой разгон, когда полиция встала с живым щитом и пошла на женщин и детей, я начала это снимать, и лично начальник полиции города Сочи, полковник Огурцов, отдал приказ задержать меня. Бери ее, она не уходит. Бери ее. Я ухожу. Вы что делаете-то? Какое имеете право вообще меня трогать, я журналист? Пока Анну Грицевич и эколога Владимира Кимаева держали в полицейской машине, исполняющий обязанности начальника сочинского УВД Сергей Огурцов уговаривал местных жителей дать показания против журналистки и ее спутника. Полицейским предстояло предъявить задержанным обвинение в неповиновении властям. Я агент Соединенных Штатов Америки, занимаюсь тем, что я подстрекаю жителей на несанкционированные мероприятия, и я жирую на грантах. Вы представляете, это полиция говорит. Вся эта история началась сразу же после наводнения. В течение нескольких дней на окраину Черешни самосвалы свозили строительный и бытовой мусор. Люди утверждали, что здесь захоранивают и трупы погибших во время стихии животных. Правда, доказательств этому нет, посторонние на свалку не допускаются. Мэр города Анатолий Пахомов, признавая наличие полигона, заявил, что это вынужденная мера. При этом, по сути, отдал распоряжение разогнать митинг в Черешне. Алло, Анатолий Николаевич, слушаем, громкая связь включена. Если вы сейчас не наведете порядок, примите меры, согласно законам Российской
Приказ мэра Сочи выполнили незамедлительно. Предлагается вам покинуть место и не воспрепятствовать законным действиям. Время пошло. Будьте добры, 15 минут на рассуждение. Через 15 минут Анна Грицевич и Владимир Кимаев сидели в автозаке. Сейчас им грозит административный арест. Мы надеемся на справедливость, возможно, не в Адлерском районном суде. Нам главное сейчас в суде первой инстанции продемонстрировать нашу позицию, выложить все наши доказательства, которые есть, которые будут в дальнейшем оценены в высших судах Российской Федерации, либо в Европейском суде по правам человека. Андрей Королев, «Настоящее время», Сочи. Московские музыканты провели акцию за легализацию уличной музыки. Со связанными руками и перетянутыми скотчем струнами своих гитар они вышли в центр города в знак протеста. Музыканты требовали прекращения расследования и конфискации инструментов полиции. По их словам, полицейские просто придумывают поводы, чтобы каждый раз разгонять играющих. В июне были арестованы сразу несколько человек. Десяткам были выписаны штрафы. Мы очень хотели бы, чтобы у нас появились легальные условия для нашего творческого труда. Чтобы нам разрешали играть не так, как мы сейчас прячемся от полиции, там думаем, заберут, не заберут, оштрафуют, не оштрафуют. Пока что деятельность уличных музыкантов и художников не описана в законодательстве, что дает полицейским возможность задерживать их по различным статьям, от нарушения общественного порядка до незаконного оказания услуг населению. Время передавать слово в Вашингтон. Коллеги, эфир ваш. У нас тоже культура. На кинофестивале в Лос-Анджелесе специальный приз за режиссерское мужество получил фильм американского документалиста Холли Моррис. Режиссер встретилась с нашим нью-йоркским корреспондентом Викторией Купчинецкой и рассказала ей, почему рисковала собственным здоровьем, чтобы запечатлеть уникальное сообщество в зоне ядерной катастрофы. Нью-йоркские независимые режиссеры в своих фильмах затрагивают самые разные темы. Но тема, которая заинтересовала документалиста Холли Моррис, звучит и выглядит по-особому. Холли Моррис на протяжении 3 лет ездила в Чернобыль. И там снимала бабушек, которые наотрез отказываются выехать из чернобыльской зоны отчуждения. На Чернобыльской атомной электростанции произошла... Они пережили Голодомор, Великую Отечественную, и вот взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской ядерной электростанции. После взрыва их эвакуировали, но они тайно, наперекор властям, вернулись домой. Около 100 пожилых женщин. Они продолжают выращивать огороды и собирать грибы в зоне ядерной катастрофы. А сколько в этих грибках, да в этих домашних огурчиках радиации, бабушки не думают. Они этого невидимого врага радиации не боятся. Когда я начинала работу над фильмом, я думала, что это будет политический фильм. Ядерная энергия, катастрофа, разваливающаяся постсоветская реальность, проблемы окружающей среды. Но когда стала снимать, политика отступила, и на первый план вышли чернобыльские бабушки. Их решимость и упрямство, их любовь к жизни, их характер и их чувство юмора – все это и стало главной темой фильма. Холли снимала фильм 3 года. Несколько раз ездила в Украину. Из-за жестких ограничений по нахождению в зоне отчуждения снимали 2 командами. Одна была внутри зоны, другая снаружи, чтобы уменьшить время воздействия радиации на съемочную группу. При себе всегда был счетчик Гейгера. При въезде и при выезде с КПП их самих и их аппаратуру проверяли на предмет радиации. В зоне можно было встретить не только бабушек. Когда я первый раз поехала в Украину, я узнала, что есть целая группа молодых людей, сталкеров, которые нелегально проникают в зону и идут к самым опасным местам с высоким уровнем радиации, к местам сброса радиоактивных отходов, к самому реактору. Они все это снимают на видео. Эти сталкеры таким образом испытывают себя и имитируют видеоигру «Сталкер». Я познакомилась с несколькими из них, и они для фильма дали мне свое видео. В фильме есть и исторический контекст катастрофы, и замечательные главные героини – Хана, Мария и Валентина. И отношения поколений, когда сталкеры встречаются с бабушками. А еще показана любовь этих женщин к своему дому и к своей земле. Родители я не знаю, все, по голоду боюсь. Чернобыль там храп має, те, що ми живемо тут. Нікуди не приеду, хай мене под пистолетом. Это группа людей, которых очень скоро не будет из-за радиации или из-за возраста. Их опыт уникален, и сами они уникальны. Я совершенно в них влюбилась и посчитала необходимым создать кинодокумент их жизни.
Фильм получил приз за режиссерское мужество на фестивале в Лос-Анджелесе. Он выйдет на американские экраны осенью. А Холли Моррис обязательно хочет устроить специальные показы для представителей русскоязычной общины. Вы нас не бойтесь, бо у нас радиации нема. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. 4 июля завтра в Америке отмечают День независимости США. Государственный праздник в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. В этом году об основных идеях демократии – это равенство, право на жизнь, свобода, стремление к счастью – рассказала юным американцам русская «Мисс Америка-2015». С 23-летней обладательницей звания «Самой красивой женщины США» поговорила Ануша Витисян. В Национальном архиве в затемненном хранилище ценных документов и рукописей «Мисс Америка» Кира Казанцев в рамках проекта «Давайте читать, давайте двигаться» прочитала детям книжку о войне за независимость США. Выбор места для этого часа чтения был не случайным. Здесь собрана вся история страны. Мисс Америка, которая сидела рядом с оригиналом рукописи Декларации независимости США, призналась слушателям. Мои родители приехали сюда из другой страны, потому что они хотели жить в Америке, в стране, где есть Конституция и свобода. Родители Киры переехали в Соединенные Штаты из Советского Союза, из Москвы. Американка первого поколения Кира Казанцев родилась в Калифорнии и уже в раннем возрасте неоднократно становилась юной мисс Калифорния. В Нью-Йорке девушка окончила университет Ховстра по специальности политология. Но и здесь, в Большом Яблоке, она не переставала покорять своей красотой. Став в 2014 году мисс Нью-Йорк, позже она получила звание самой красивой женщины США. Дочь хирурга и агента по недвижимости рассказывает, что своему успеху она обязана родителям. Я росла в семье, которая жила, следуя американской мечте. Мои родители очень старались попасть сюда и работали, чтобы обеспечить меня всем необходимым. Я знала на их примере, что для того, чтобы чего-нибудь добиться, надо много работать. И звание «Мисс Америка» – результат моей многолетней учебы, волонтерских проектов и, конечно, работы над собой. Американские журналисты называют Киру Казанцеву идеальной мисс Америка. Девушка в совершенстве владеет русским и испанским языками. Публично выступает за права женщин и критикует насилие над женщинами в семье. Сегодня она здесь, в Музее Национального архива в Вашингтоне, выполняет одну из своих обязанностей. Помогает своим маленьким согражданам научиться вести здоровый образ жизни и найти познавательные книжки для чтения. Во время летних каникул, до того, как начнутся школьные будни, важно научить детей, как нужно правильно питаться. Ведь это отражается и на результатах учебы. Как мисс Америка, я не могу оставаться равнодушной к вопросам здоровья и образования юных американцев. Летняя программа для детей «Давайте читать, давайте двигаться» – это часть проекта первой леди США Мишель Обамы. Однако в этот раз проект вышел за пределы Белого дома. Сотрудники Министерства образования США говорят, что это не только образовательная программа, но и способ борьбы с детским ожирением. А тем временем мисс Америка рассказала о главном рецепте успеха – заниматься спортом, учиться и жить позитивными эмоциями. Спасибо большое за все. Ануша Витисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Остров Эллис-Айленд в бухте Нью-Йорка стал первой остановкой на новой родине для 25 миллионов иммигрантов. Основная волна иммиграции через Нью-Йорк в основном из стран Европы длилась с 1892 по 1954 год. И вот сейчас организаторы новой экспозиции на Эллис-Айленд «The Peopling of America» считают, что иммиграция – часть ДНК Америки. Иногда страна ограничивает приток новых жителей, но Соединенные Штаты всегда были и будут страной иммигрантов. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите «Настоящее время. Итоги». А мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до понедельника. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.